Гречка, деньги, два ствола. Выборы в Украине, битва патриотов и Чернигов. Будут ли применяться грязные технологии во время осенней кампании? Выборы с непредсказуемым результатом. Российская оппозиция собирает подписи и объявляет голодовку. Что боится власть, имея рекордные рейтинги поддержки населения? Медиапасьянс Кулистиков уходит из НТВ, а кто останется в колоде управления российским телевидением? Любовь, патриот, госконцерт. Кто может сделать патриотическую госмонополию и почему российский шоу-бизнес против? Археологи под началом священника. Почему ученые из Крыма просят защиты от церкви? Суд над Ходорковским приехал в Прагу. Открылась выставка художников, которые фиксировали последний процесс над экс-главой ЮКОСа. Здравствуйте! Это выпуск новостей, в котором мы подводим итоги прошедшей недели и пытаемся разобраться вместе с вами в том, что будет дальше. Я Тимур Олевский, это студия «Настоящего времени». Что вы думаете о государственных процедурах? Звучит это довольно скучно. А если речь идет о выборах, уже чуть лучше. А между тем, во время выборов становится понятно, как с нами, с гражданами, разговаривает государство. Будет это диалог или монолог, или вообще крик с ударами палкой по голове. На этой неделе в Украине подвели итоги выборов в Чернигове, которые превратились в демонстрацию такого диалога. Как власть и оппозиция относятся к избирателям. Явка на участке была крайне низкая, а в бюллетенях значилось почти 100 фамилий. Победителем гонки стал глава управления делами администрации президента Порошенко Сергей Березенко. Он получил в Чернигове вдвое больше своего оппонента, соратника экс-губернатора Коломойского Геннадия Корбана. Где-то он в этом бюллетене, в котором приходилось разбираться избирателям. Против главы партии «Укроп» технологи блока Петра Порошенко сражались как могли, да и он не отставал. Самым ярким моментом стал эпизод с раздачей продуктовых наборов. Их раздавали прямо возле палатки «Укропа». Люди стояли в очередях с 6 утра, чтобы получить 2 пакета гречки, макароны и консервы. Технологии времен правления Януковича, однако, Геннадий Корбан объяснял это простой заботой о малоимущих. А сторонники Сергея Березенко предлагали подписывать избирателям договоры в обмен на деньги. Так бесхитростно. Банальный подкуп доказать в суде, впрочем, не удалось. Но про административный ресурс, включенный кандидатом от блока Петра Порошенко, для победы местные журналисты говорят очень уверенно. Можно ли сказать, что конкуренты уважали избирателей? По-моему, на это отвечает рекордно низкая явка. А вот последствия могут быть самые серьезные. Ни у кого уже не осталось иллюзий. Я думаю, что для господина Порошенко это определенного рода точка бифуркации. Его политический режим пойдет в разнос, либо он начнет закостеневать, превращаться в режим Януковича. Правый, например, тот же самый правый сектор, они просто по этому поводу говорят, что, смотрите, мы же с самого начала сказали, что при ныне существующем режиме системном бороться политическими методами невозможно. Осенью в Украине состоятся долгожданные выборы в местной администрации. Станут ли они ареной для битвы боевиков-тетушек, частных армий и Нацгвардии? Разбиралась Юлия Дрозд. Подкуп избирателей, экзит-полы с противоположными результатами и допотопное избирательное законодательство. Выборы в 205-м округе стали лакмусовой бумажкой состояния демократии в Украине. Но эксперты говорят, это не катастрофа. Это не означает, что так будет повторяться на местных выборах по одной простой причине. Там будет намного больше округов. Сегодня нет такой политической силы, которая может себе позволить подобную вакханалию подкупа и, если хотите, корректировки результатов голосования по всей стране. Это технически невозможно. Но и вероятность того, что парламент ударными темпами подготовит страну к выборам, невелика. Вы знаете, я боюсь, что Верховная Рада 8-го созыва будет быстрее распущена, чем она успеет принять новое законодательство. И есть проблема. И, например, закон о местных выборах это тоже показал. Парламентарии наши, какие бы обязательства ни были в коалиционном соглашении, что бы ни было, они не спешат. Они принимают законы по принципу «хватай мешки, вокзал отходит». По словам одного из политтехнологов, выборы в Чернигове много сказали и об электорате. Избиратели не хотят принимать участие во всей этой вакханалии. Люди устали от марафона бесконечных обещаний, ярмарки тщеславия, популизма. Этому способствует и то, что зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Подкуп избирателей работает, поэтому об интеллектуальном соперничестве партий речи пока нет. Не было какой-то идеологической борьбы.
На местных выборах надо говорить о том, как вы будете решать местные проблемы. А где эти пути этого решения? На сегодняшний момент их не видно. Еще один тревожный звонок – незаинтересованность местной милиции в противодействии нарушениям. Правоохранительные органы, если допустят точно такое же во время местных выборов, мы получим ужасную картину, ужасающую картинку и для мирового сообщества, и для наших оппонентов. А без грязных технологий, говорят эксперты, не обойдется. Наши политики пока не умеют выигрывать иначе. Юлия Дрозд, «Настоящее время», неделя. Голодовка. Эта мера все чаще становится в России последним аргументом в споре за свои права. Голодал после выборов мэра Астрахани кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн. Это было в далеком 2011 году. Голодала в российской тюрьме украинская летчица Надежда Савченко. Это было совсем недавно. А сейчас голодает глава предвыборного штаба Демократической коалиции в Новосибирске Леонид Волков. Регистрация кандидатов от оппозиции на региональных выборах в Новосибирске и Костроме походила на фарс, но прямо на глазах превращается в драму. Вместе с Волковым в штабе партии «Парнас» протестную голодовку держат два кандидата – Егор Савин и Сергей Бойко. Заявили они об этом прямо в здании избирательной комиссии, которая не допустила их на выборы. Мы отказываемся покидать это помещение, отказываемся от приема пищи, потому что, очевидно, остальные способы политической борьбы на сегодняшний день исчерпаны. Я сам не новосибирец, но это вопрос моей репутации. Я не могу смотреть, как моему штабу и Новосибирску всему эти люди, преступники в составе организованной преступной группы, наплевали в лицо. Я надеюсь, что и новосибирцы ко мне присоединятся. Ну, вы, очевидно, нас принуждаете, поэтому нам ничего не остается. Мы сейчас спокойно встанем и выйдем, а мы еще раз фиксируем, что ваши действия... Все из-за подписей избирателей, которые с избытком собрали волонтеры. Волков выстроил сложную систему тщательной проверки подписей. Даже создал собственную базу «Жнец», представленную раньше. Все подписи избирателей проверяли по всем открытым источникам и даже привлекали специалистов-графологов. Те даже выявили несколько десятков провокаторов, намеренно приносивших в штаб испорченные подписи. В итоге вместо положенных 11 тысяч в облизбирком представили на 5 тысяч больше. Но сотрудники облизбиркома допустили ошибки, когда вручную вбивали их для передачи на проверку в Федеральную миграционную службу. А потом и сама служба отличилась. У них тоже оказалась путаница с базами. Это разбирательство уже вошло в историю под названием «Дарья Тимурович, 199 года рождения». Нет оснований не доверять Федеральной миграционной службе. Так говорили, глядя в стол, сотрудники избирательной комиссии. Звучит знаково, как фраза в российских судах «нет оснований не доверять полицейским». Однако еще недавно замглавы президентской администрации Вячеслав Володин увещевал чиновников проводить выборы с непредсказуемым результатом. Демократия – это прежде всего определенность процедур при неопределенности результатов. Соответственно, главное, что мы должны делать – не пытаться голыми политтехнологиями добиваться предопределенности результата. Не похоже, что куратора внутренней политики кто-то послушался. Вот Навальный, к примеру, уверен, что Новосибирск сплясал под дудку генсекретаря «Единой России» Сергея Неверова. Но нет, тот в городе не появлялся. Я даже не знаю состава избирательной комиссии города Новосибирска. Мог ли Неверов заступиться за своих оппонентов, которые даже у нотариуса заверили паспорта людей, чьи подписи не хочет признавать местная избирательная власть? Заступиться, чтобы в Новосибирске оппозиция смогла получить столько голосов, сколько она заслуживает. Сегодня 4 есть парламентских, есть «Яблоко», которые без сбора подписей участвуют в выборах в Новосибирской области. И, мне кажется, что и здесь достаточно серьезно есть поле для выбора и дискуссий. В Костроме, где оппозиция также претендует на участие в кампании, все еще хуже. Глава штаба Демократического альянса вообще оказался в камере. Он пришел в полицию и попросил проверить подписи избирателей. За это его арестовали вместе с полицейским, у которого он якобы пытался эту базу купить. В Магадане избирком уже забраковал оппозиционерам подписи, необходимые для регистрации на выборах. Кажется, результат, несмотря на слова Володина, будет все же предсказуемым. Медиапасьянс, Кулистиков уходит из НТВ, а кто останется в колоде управления российским телевидением? Любовь, патриот, госконцерт. Кто может сделать патриотическую госмонополию и почему российский шоу-бизнес против? Археологи под началом священника. Почему ученые из Крыма просят защиты от церкви?
Суд над Ходорковским приехал в Прагу. Открылась выставка художников, которые фиксировали последний процесс над экс-главой ЮКОСа. Рассказывают такую историю, будто бы в махровые советские времена уже известный артист Лев Лещенко за кулисами концерта для партии и правительства сокрушался из-за того, что ему не дали импортный мебельный гарнитур. «Представляешь, — говорит, — сколько я на них горбатился, я бы мог хиты забабахивать, а я все патриотику, а они мне за это, за все даже со стенкой помочь не могут». И пошел петь «Любовь комсомола весна». Почему я об этом вспомнил? На этой неделе стало известно, что основатель фонда «Федерация» Владимир Киселев собирается создавать патриотическую медиагруппу и даже написал об этом письмо президенту. Для этого он хочет, чтобы его давнему партнеру по организации кремлевских концертов продали русскую медиагруппу. Крупнейший в России актив, в который входят Русское радио, Максимум, еще 3 станции и даже 1 телеканал. При этом денег у потенциального покупателя компании «Госконцерт» нет. Ей еще придется брать кредиты. А вот несколько современных цитат. Со дня основания станции песни ансамбля «Любэ» регулярно звучат в эфире. А нас трудно обвинить в непатриотичности. А идея патриотизма в инкубаторе, мягко говоря, странная и непонятная мне история. Мы и так правильно воспитаны. Живем в своей стране, поддерживаем своего президента и все, что происходит в нашей стране. И песней, и музыкой, и гастролями. Мы спросили у продюсера Иосифа Пригожина, а не рейдерство ли это и зачем превращать коммерческие станции в госкорпорацию? Послушайте, все артисты более или менее нормально существовали, существуют, договариваются, играют на радио. Все как-то сформировалось. И как-то все жило без господина Киселева. Здесь все банально просто. Воспользовался конфликтом 2 акционеров, воткнулся в эту тему, вовлекает в это президента, вовлекает это всю страну, вовлекает в это всех. Если мы сегодня начинаем коммерческие организации подтягивать и делать из них государственные, и у нас будет одна пионерская зорька под управлением Киселева, я не вижу в этом никакой перспективы. Я не вижу за этим будущее. Вот как, оказывается, можно извлечь пользу из патриотизма. В нашей первой истории герои измеряли патриотизм гречкой, а тут выступлениями в Крыму. В этом, надо сказать, у Киселева нет равных. Его проект «Земляне» пел во время аннексии Крыма все дни не уставая, а еще раньше устраивал благотворительные концерты, на которых Путин выступал. Свою благотворительную деятельность Владимир Киселев предпочитает не афишировать, в отличие от фондов, которые помогают людям каждый день, а патриотизм конвертирует в активы. В России на центральном телевидении грядут перемены. Попробую-ка я себя в роли фокусника. Один из ключевых игроков российского медиарынка, генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков, похоже, выпадает из колоды, собрался в отставку. Об этом писали российские СМИ и даже дату указали – 1 сентября. В колоде госпропаганды НТВ занимает достойное место наряду со своими коллегами-конкурентами – Первым каналом, каналом «Россия». Вдруг вы забыли, как вот это все происходит? Напомним в нашей справке. Из администрации президента России директивы поступают руководителям 3 главных телеканалов страны. Генеральным директорам Первого канала Константину Эрнсту, ВГТРК Олегу Добродееву и НТВ Владимиру Кулистикову. Далее, на внутренних совещаниях эти распоряжения доносятся до руководителей служб информации каждого канала. Кирилла Клейменова на Первом канале, Евгения Ревенко на канале «Россия» и Татьяны Митковой на НТВ. После этого все указания находят свое творческое воплощение как в ежедневных информационных выпусках, так и в итоговых программах. «Воскресное время», «Вести недели», «Сегодня» итоговая программа. Почему Российская Православная Церковь так напористо, даже агрессивно ведет себя по отношению к российскому обществу? Вот только что в Москве закончилась история с противостоянием вокруг парка Торфянка и строительством там церкви. Местные жители были против, но сторонники Русской Православной Церкви, практически ее активисты, все-таки выиграли суд, и теперь местным жителям возразить нечего. А в Севастополе патриарха не спросили. Скандал вокруг назначения директором национального заповедника Херсонес-Таврический протоиерей Сергея Халюты вдруг вышел на новый уровень. Патриарх Кирилл, оказывается, не давал благословения священнику на новую работу.
Так, по крайней мере, заявил Интерфаксу ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов. Кадры, на которых ученые, археологи, искусствоведы кричат «позор» в лицо представителю Русской Православной Церкви и губернатору Севастополя Сергею Миняйло, уже обошли интернет. Вы прежде чем так говорить, вы сначала головой своей подумайте. Я вам могли такое решение принимать? Перед вами стоит решение, которое я считаю правильным. Вот именно вы считаете. Да, я считаю. Вы удельный князь, что принимаете такое решение. Перед светом херсонесской науки, который 100 лет действует, а вы действуете пару лет. Дело в том, что заповедник Херсонес – место, что называется, двойного назначения. Там десятки лет проводятся раскопки, имеющие ценнейшее значение для российской и мировой науки. Там находится древнее городище греков, в котором сохранились артефакты античной культуры. Они пополняют коллекцию музеев, в том числе и Эрмитажа. Но на территории заповедника есть и Владимирский кафедральный собор. Ученые опасаются, что культовая роль памятника под началом нового руководителя перевесит научную. Тем более, что губернатор Сергей Миняйло, кажется, обманул сотрудников музея, сославшись на волю предстоятеля Русской Православной Церкви. Нормально. Религия вообще-то испокон веков занималась наукой. В том числе. Директор Эрмитажа Михаил Петровский назвал угрозой для археологического памятника назначение благочинного Сергея Халюты. А сотрудники музея собираются добиваться восстановления на должности прежнего директора Андрея Кулагина. Но сможет ли местная власть, не поступившей своей репутацией, отступить назад, покажет время. В Праге открылась выставка «Процесс». Название для этого города знаковое – «Кавкианское». Проект рассказывает о суде над экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и бывшим главой Минотепа Платоном Лебедевым, который проходил в Москве в 2010 году. В основу выставки легли комиксы Александра Котлярова. За день до официального открытия на выставке побывала моя коллега Дарья Кудрявцева. «Смешно? Я сейчас зал очищу», — гласит надпись при входе на выставку «Процесс». Это реплика, как и все остальные, из стенограмм судебных заседаний по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Героями, или скорее антигероями инсталляции, стали участники процесса – судья, прокурор, адвокаты, свидетели обвинения и их самые яркие высказывания. Вот этот зал, он весь построен на том, что реплики и выражение лиц, оно крайне агрессивно, при этом реплики, конечно, крайне непрофессиональные, что говорит о том, что это дело не просто сфабриковано, а оно, в общем-то, даже не ставило своей задачей услышать или узнать что-то новое. Выставка основана на комиксах Александра Котлярова. Зарисовки он делал прямо в зале суда, а потом публиковал на сайте ежедневного журнала. В какой-то момент стало понятно, что материал настолько богатый и тема, она важна не только для аудитории ежедневного журнала, но и хотелось бы выйти из офлайна, показать ее живьем. Тот факт, что выставка проходит именно в Праге, весьма символичен, ведь название экспозиция получила в честь знаменитого романа Франца Кафки, родиной которого и является чешская столица. Все реплики для этой выставки переведены на чешский и английский для западного зрителя. Нас заинтересовало, каким образом данная выставка отображает ситуацию, которая в России все еще актуальна. Помимо комиксов, здесь будут представлены авторские видео от куратора процесса Антона Литвина. В одном из них, реставрации, образ Владимира Путина возникает из «Русской матрешки». Таким образом, вот мне хотелось передать, что реставрация – это, конечно, абсолютный возврат не просто к советской идеологии сверхдержавы, но даже глубже, да, то есть в некую такую совсем средневековье, где кроме там самоваров, матрешек и лаптей, в общем-то, опереться не на что. Организаторы отмечают, инсталляция призвана показать всю абсурдность судебного процесса, передать атмосферу происходящего в зале суда во время заседаний по делу Ходорковского и Лебедева, поместить зрителя в пространство, которое меньше всего напоминает беспристрастное правосудие. Дарья Кудрявцева, Дарья Соловьева. Настоящее время. По темным улицам вдвоем с тобой куда-то мы идем. В Киеве появилось новое волонтерское движение. Его участники вечерами провожают домой одиноких женщин и даже помогают носить тяжелые сумки. Чем еще могут пригодиться Киеву мужчины с накачанными мускулами? Познакомилась Ирина Любич. Темные переулки, промышленные зоны и безлюдные парки. Ежедневно многим женщинам приходится возвращаться домой поздно вечером в одиночку. А именно в это время суток и происходит наибольшее количество нападений и грабежей. Но в Киеве появились те, кто готов защитить одиноких женщин.
Все они участники нового волонтерского движения «Брат за сестру». Идею подсмотрели в Санкт-Петербурге, где такую необычную помощь оказывают давно. Это провожание в позднее время суток девушек, женщин. Но есть неформальные случаи. Это когда встретить днем с вокзала с тяжелыми сумками, либо забрать ребенка с секции или с садика, со школы. В ряды братьев берут молодых мужчин от 18 до 40 лет. Среди них не только профессиональные спортсмены, но и программисты, учителя, сотрудники ресторанов, работники почты и даже студенты. Но все они физически подготовлены и могут при необходимости защитить девушку. Попросить помощи волонтера очень просто. Нужно предварительно оставить заявку в одной из социальных сетей. Если встретить нужно срочно, можно напрямую позвонить координатору движения. Вечером написала, что вот мне надо. Пришлите, пожалуйста, мальчика. Написала там откуда и куда и время. Провел прямо под квартиру, потому что в подъезде темно, было страшно, не знаешь, какие бывают соседи. Бояться самого волонтера девушкам не стоит, успокаивают организаторы. На собеседованиях обязательно проверяют, нет ли у потенциального волонтера проблем с законом. У нас есть документы парней, копии документов, копии их паспорта, и парни уже знают, что даже если у них возникнет нехорошее желание, то их документы у нас, и не сразу же переходят в службу безопасности. В интервью волонтер Максим рассказывает, почему решил стать братом для одиноких киевлянок. Мне больше доставляет удовольствие то, что я буду знать, что девушка дошла в безопасности, никаких приключений. Работают исключительно на добровольных началах, говорит Максим. Главное правило нашей всей дружины: во время сопровождения человека никакого флирта, никаких приставаний и так далее и тому подобное. Движение «Брат за сестру» существует пока только в столице, но активисты надеются, что вскоре инициативу подхватят и остальные города Украины. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. Это была программа «Настоящее время. Неделя», как мы ее увидели из нашей студии. Я Тимур Олевский. Оставайтесь с нами.